Сегодня Бог говорит вам: «Я знаю, что вам нужна помощь. Я здесь. Просите меня. Я помогу тебе. Я всегда был здесь для тебя. Я никогда не оставлю тебя. Я люблю тебя». Поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Вы пережили нападение, и теперь Бог готовится восстановить все, что у вас украли. Верьте в это. 1111. Если вы ищете сегодня успокоение, то это оно. Все будет хорошо. Благословения придут к вам. Бог гордится вами за то, что вы не сдаетесь. Все будет хорошо. Наберите 1111, если вы верите. Пусть Бог даст вам ощущение того хорошего, что Он планирует для вас, чего вы не можете увидеть, но так хотите. Пусть Он даст вам веру в то, что вы можете сложить с себя бремя, чтобы вы могли нести Его благословение. Хорошего дня! 222. Бог говорит вам сегодня: все получится. Я полностью контролирую ситуацию. Я знаю, что написано в медицинском заключении. Я знаю, как выглядит финансовая ситуация. Я вижу людей, которые идут против тебя. Я знаю, насколько велики ваши мечты. И услышь меня ясно, я не подведу тебя. Введите 222, если вы доверяете Богу. Для тех, кто читает это, наступило ваше время. Фаза испытаний закончилась. Сейчас вы начнете видеть то, о чем говорили. Помолитесь и поспите, сейчас произойдет нечто важное для вас. Заявите об этом и примите это верой во имя Иисуса. Аминь. Отдохни, возлюбленное дитя, в любящих объятиях моего мира. Бог собирается совершить то, что вы никогда не смогли бы совершить. Он перевернет ситуацию так, что вам не придется сражаться. Все шансы за вас. Бог управляет вашей жизнью. 333. Бог говорит вам сегодня: «Я собираюсь вывести вас из безвестности в известность». Ты много работал, ты был верен, ты почитал меня. Теперь приготовьтесь. Занавес вот-вот поднимется. Я собираюсь показать людям, кто вы есть на самом деле. Вы выходите на новый уровень известности, новый уровень влияния и новый уровень дохода. Я собираюсь поддержать вас. Люди увидят то величие, которое я вложил в вас. Наберите 333, если вы готовы. Возлюбленное дитя, я пришел к тебе с посланием надежды и предвкушения. Я готовлюсь к неожиданным действиям, и скоро все изменится к твоему благу. В книге пророка Исаии написано: «Видите, я творю новое, вот оно проросло». Разве вы не видите? Я прокладываю путь в пустыне и потоки в пустоши. Эти слова относятся и к тебе, дитя мое. Я собираюсь совершить в твоей жизни нечто новое и необычное, то, что приведет к трансформации, прорыву и благословениям, превосходящим твое воображение. Напечатайте 44, если вам это нужно. Активируйте поток неограниченного богатства, счастья,
удовольствия, свободы и уверенности в себе, внеся одно крошечное изменение в свой утренний распорядок дня. Хотите ли вы этого? Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Бога. Я хочу, чтобы вы не теряли надежды и доверяли моему идеальному времени. Хотя может показаться, что ничего не происходит или что все застопорилось, я усердно работаю за кулисами. Я согласовываю обстоятельства, открываю двери и готовлю вас к внезапным переменам, которые вот-вот произойдут. Не унывайте из-за трудностей и неудач, с которыми вы можете столкнуться, они временные, и я использую их для того, чтобы усовершенствовать и укрепить вас. Верьте в то, что я превращаю каждую неудачу в подготовку к вашему возвращению. Ваша нынешняя ситуация не является показателем ваших будущих благословений. Наберите 555, чтобы получить их. Аффирмации могут стать мощным инструментом для приведения ваших мыслей и убеждений в соответствие с внезапными переменами, которые грядут на вашем пути. Повторяйте эти слова с убежденностью, чтобы они нашли отклик внутри вас. Я готов к неожиданным прорывам в моей жизни. Я верю в то, что Бог все сделает вовремя. Я верю, что все меняется к моему благу. Я открыт и восприимчив к новым начинаниям, которые вот-вот начнутся. Придерживайтесь этих аффирмаций как напоминания о предстоящих преобразованиях и благословениях, которые уже на подходе. Отбросьте все сомнения и страхи и примите образ мыслей, основанный на ожидании и благодарности. Знайте, что я всегда рядом с вами, направляю и поддерживаю вас на каждом шагу вашего пути. Обращайтесь ко мне в молитве, медитации и спокойном размышлении, и я открою вам дальнейшие шаги. Доверьтесь моему божественному плану для вашей жизни и знайте, что я все устраиваю для вашего блага. Введите 888, если вы верите в Господа. Пусть это послание наполнит вас надеждой и волнением по поводу внезапных перемен, которые вот-вот произойдут в вашей жизни. Верьте, верьте и будьте открыты для неожиданных благословений, которые придут к вам. Доверьтесь моей любви и руководству и наблюдайте, как все меняется к вашему благу. Напишите «Аминь», если вы согласны. Бог закроет дверь для некоторых вещей в вашей жизни, и вы не сможете к ним вернуться. Поблагодарите Бога за закрытые двери. Подобно детям Израиля, Он закроет Красное море, чтобы вы не смогли вернуться в рабство. Он защищает вас, поэтому благодарите Бога за друзей, которые отвергли вас, за людей, которые сказали «нет», за людей, которые ушли от вас. Если бы вы застряли там, вы бы упустили свою судьбу. Каждый раз, когда Бог закрывает дверь, это означает, что у Него есть что-то лучшее для вас. Напечатайте «Я возвращаю себе власть» для подтверждения. Сегодня Бог говорит вам: «У меня есть благословения, которые заставят вас забыть о том, что вы пережили, забыть о том, кто вас обидел, забыть о том, что вы потеряли, забыть о том, что было несправедливо». Возможно, вы получили двойную порцию неприятностей, но впереди вас ждет двойная порция благоволения. Это будет большая неделя для вас. Я заявляю, что вас ждут победы, исцеление, неожиданные благословения, рост,
финансовое увеличение и духовное прозрение. Вы получите все, чего ждали и о чем молились. Во имя Иисуса. Аминь. Введите «да» для подтверждения. Июль будет месяцем, наполненным хорошими новостями, благословениями, исцелениями, чудесами и прорывами. Это будет месяц, который запомнится вам надолго. Бог ответит на вашу молитву. И если вы лежите в постели разбитый, растерянный, потерянный и думаете, изменится ли когда-нибудь ваша ситуация, то вот вам знак. Бог контролирует ситуацию, и Он готовит для вас путь прямо сейчас. Эта неделя будет наполнена чудесами, прорывами, хорошими новостями, изобилием и, прежде всего, любовью. Бог вспомнил о вас, и вы скоро будете ходить в своих благословениях. Во имя Иисуса. Аминь. Напечатайте 11:11, если вам это было нужно. Воскресные напоминания. Бог готовится удивить вас чудесным ливнем благословений. Сохраняйте связь с Его присутствием и повинуйтесь Его Слову. Перестаньте сомневаться и позволять страху господствовать в вашей жизни. Я заявляю, что сегодня вы получаете ответы на свои молитвы. Бог меняет вашу сюжетную линию. Повествование скоро изменится. То, что выглядит как потеря и поражение, скоро превратится в победу и восстановление. Введите «Я осознаю» для подтверждения. С восходом солнца на востоке, окрашивающего небо в золотисто-розовые оттенки, вы оказываетесь на пороге нового дня. Аффирмации, которые вы повторяли, находят отклик в вашем сердце, напоминая о трансформации, ожидающей вас. С каждым шагом вперед вы убеждаетесь, что готовы к неожиданным переменам, которые может преподнести жизнь. Вы доверяете божественному времени, понимая, что его план разворачивается в полной гармонии с вашим путешествием. Вера в то, что все идет к высшему благу, становится вашей путеводной звездой, освещающей путь. Вы широко открыли свое сердце, чтобы принять благословения, которые направляются к вам. Сомнениям и страхам нет места в вашей душе. Вы освободили их, чтобы освободить место для надежды, ожидания и благодарности. Продолжая идти по пути веры, помните, что Бог рядом с вами и ведет вас по лабиринту жизненных поворотов. В молитве, медитации и спокойных размышлениях вы ищете божественного руководства, зная, что в тишине вы слышите Его голос наиболее отчетливо. Вы доверяете Его плану на свою жизнь, ведь в прошлом вы видели свидетельство Его действий. В каждом испытании, которое вы преодолевали, в каждом препятствии, которое вы преодолевали, ярко сияла Его верность. В какофонии мира вы находите утешение в том, что у Бога есть цель для каждой закрытой двери. Вместо того, чтобы оплакивать то, что осталось позади, вы благодарите Его за усвоенные уроки и полученный опыт. Подобно тому, как Красное море расступилось перед детьми Израиля, Божье провидение защищает вас от возвращения в духовное рабство. Подумайте о тех, кто ушел, кто отверг вас, кто сказал «нет». Примите понимание того, что их уход был необходимым шагом для того, чтобы вы могли двигаться дальше по предначертанному пути. Бог закрывает двери не для того, чтобы лишить вас свободы, а для того, чтобы освободить вас для больших возможностей и благословений.
Ночной шепот все еще не утихает, обещая изобилие благословений, которые заглушат воспоминания о прошлых испытаниях и обидах. Возможно, вы сталкивались с невзгодами, но Бог уготовил для вас двойную порцию своей божественной благосклонности. На этой неделе будьте готовы стать свидетелями последовательных побед, глубокого исцеления и благословений, превосходящих ваши самые смелые ожидания. Когда июль будет разворачивать свои страницы в календаре вашей жизни, представьте себе, что это месяц, наполненный обещаниями, глава, богатая благословениями и полотно для чудесных преобразований. С каждым днем помните, что Бог создает симфонию чудес, прорывов и изобильной любви специально для вас. С обновленной верой и сердцем, полным надежды, вступайте в новую главу своего пути. Путь вперед освещен божественным светом целей и любви, готовым направить вас к исполнению Божьего замысла о вашей жизни. Каждый шаг на этом пути – свидетельство вашей непоколебимой веры. Рассвет нового дня предвещает новые приключения и откровения. С каждым вдохом вы подтверждаете: «Я готов к благословениям, которые принесет этот день. Мое доверие к Божьим срокам остается непоколебимым. Я верю, что все идет к моему высшему благу. Я открыт для получения предназначенных мне благословений». Эти аффирмации станут вашей ежедневной мантрой, источником силы и компасом, направляющим вас в приливах и отливах бытия. Сомнения и страхи – лишь слабые отголоски, заглушаемые непоколебимой верой в Божий замысел. По мере того, как вы вступаете в этот день, мир вокруг вас просыпается. Птицы поют свои радостные песни, легкий ветерок несет обещание новых возможностей. Жизнь со всеми ее сложностями разворачивается перед вами, как величественный гобелен. Вы доверяете Божьему совершенному времени, понимая, что каждый момент, каждая встреча – это часть тщательно созданного шедевра. Его замысел о вас, подобно нити, протянутой через ткань времени, раскрывается в божественной синхронности. Ваша вера в то, что все складывается для вашего блага, является краеугольным камнем вашей веры. Даже в моменты трудностей вы видите скрытые жемчужины мудрости и роста. Каждое испытание – это ступенька, каждая неудача – задел для более великого возвращения. С открытым сердцем вы принимаете предназначенные вам благословения. Ваши руки открыты и готовы принять дары любви, исцеления, процветания и изобилия, которые текут к вам. Благодарность наполняет вашу душу, ибо вы знаете, что каждое благословение – это проявление безграничной любви Бога к своим детям. В тихие минуты молитвы, медитации и размышлений вы ищете божественного руководства. Именно в тишине вы слышите нежный шепот Бога, направляющего ваши шаги и освещающего путь. Его голос – это успокаивающая мелодия среди какофонии жизни. Ваше доверие к Его плану непоколебимо, ведь вы не раз убеждались в Его верности. В минуты сомнений вы вспоминаете, как Он пронес вас сквозь бурю, как превратил ваши испытания в триумф. Закрытые двери больше не пугают вас, а наоборот, вы встречаете их с благодарностью. Каждая закрытая дверь – это перенаправление, знак того, что Бог прокладывает для вас новый путь.
Подобно тому, как Красное море расступилось перед детьми Израиля, Бог устраняет преграды, которые могли бы отгородить вас от вашей судьбы. Вы помните тех, кто ушел, тех, кто отверг вас, тех, кто сказал «нет». С каждым уходом вы обретали свободу для новых начинаний. Бог закрывает двери не для того, чтобы помешать вам, а для того, чтобы продвинуть вас к большим возможностям и благословениям. Обещание ночи, наполненной благословениями, до сих пор звучит в вашем сердце. Вы уверены, что стоите на пороге новых побед, глубокого исцеления и благословений, которые превосходят все ваши самые смелые мечты. Июль, как открытая книга, приглашает вас написать историю своей жизни с верой, надеждой и любовью. Каждая перевернутая страница – это полотно для божественного вмешательства, свидетельство Божьей благодати. Предстоящие дни наполнены обещанием чудес, прорывов и изобилия Его непоколебимой любви. С каждым шагом, с каждым вздохом вы продолжаете идти с верой. Путешествие разворачивается перед вами, и вы принимаете его с сердцем, полным надежды и доверия, потому что знаете, что Божий план для вашей жизни – это шедевр, который находится в процессе создания. Сегодня Бог говорит вам, что Он работает в ночную смену, а не вы. Не проводите еще одну бессонную ночь, пытаясь разобраться в своих проблемах, поверьте, что Он все устроит. В тишине ночи, когда весь мир спит, Бог управляет деталями вашей жизни. Пусть вас не обманывает долина, в которой вы оказались, а она неудобна, но это стартовая площадка в вашу судьбу. Это ступенька к более высокой земле, куда Бог ведет вас. Утвердите эту истину и примите ее верой. Примите знание о том, что Бог с вами в этом путешествии. Бог собирается передать вам важное, меняющее жизнь благословение. Это божественный сдвиг в ваших обстоятельствах, и все, что вам нужно сделать, это сказать «Спасибо, Господи». Пришло время признать и принять то изобилие, которое Он собирается влить в вашу жизнь. Это послание пришло к вам сегодня, потому что вы готовы. Вы проделали внутреннюю работу, вложили время в свои планы, и теперь настало время воплотить их в жизнь. Пришло время поверить в себя и свои мечты. Поднимитесь над своими ограничениями и страхами. Больше не нужно отговаривать себя от действий, пора сделать шаг навстречу своему предназначению. Пришло время открыть миру свои таланты. Хватит жить в тени, настал момент, когда вы должны засиять в лучах прожекторов. Хватит отрицать свое великолепие перед собой и другими. Поднимитесь, заявите о своем величии и примите свою силу. Чудеса происходят, когда вы полностью верите в то, что в вашей жизни происходят великие события. Представьте себе чудеса, которые произойдут, когда вы примете веру в то, что благословения проявляются, прорывы происходят, а ваши мечты становятся реальностью. Знайте, что все проблемы уже решены на глубинном уровне. Примите это, заявите об этом и наблюдайте за невероятными преобразованиями. Пусть вас не понимают. Не переживайте из-за того, что люди неправильно вас понимают, ведь большинство из них не понимают даже самих себя. Их суждения имеют мало общего с вами.
Освободитесь от необходимости пытаться угодить всем или добиваться их одобрения. Поверьте, что те, кто действительно понимает и видит вас, будут тянуться к вашей подлинности. Это тоже пройдет. Подтверждайте эту истину, когда сталкиваетесь с трудностями и проблемами. Ваши недостатки и неуверенность в себе имеют цель, они являются частью вашего уникального пути. Они могут казаться препятствиями, но это возможности для роста и самопознания. Примите свои недостатки как ступеньки на пути к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Продолжая свой путь, помните, что Бог всегда работает в ночную смену. Доверьтесь Его времени, верьте в Его план и будьте открыты для благословений и преобразований, которые Он привносит в вашу жизнь. Это путешествие роста, веры и становления тем, кем вы должны быть. Когда луна украшает ночное небо своим серебристым сиянием, в ваше сердце приходит священное послание. Знай, что это я работаю в ночную смену, а не ты. Отдыхай, ибо я оркеструю симфонию твоей жизни в эти тихие, темные часы. Мир может дремать, но Творец Вселенной никогда не спит. В тишине ночи, когда звезды мерцают в небесном удивлении, Бог работает, ткет сложный гобелен вашего существования. Не позволяйте себе больше обманываться долиной, в которой вы оказались. Это не ловушка, а прелюдия к величию. Эта долина – ваша стартовая площадка, которая приведет вас к вершинам вашей судьбы. Примите эту истину и держитесь за нее с непоколебимой верой. Знайте, что присутствие Бога сопровождает вас в этом преображающем путешествии. Приготовьтесь к тому, что на горизонте, подобно комете, проносящейся по небу, появится судьбоносное благословение. Это божественное изменение обстоятельств, ответ на вашу веру, и все, что от вас требуется, это простое, искреннее «Спасибо, Господи». Пришло время признать обильные благословения, которые вот-вот польются в вашу жизнь. Это послание пришло к вам сегодня, потому что вы готовы. Вы заглянули в глубины своей души, посеяли семена своих стремлений, и теперь пришло время собирать урожай. Поверьте от всего сердца в себя и свои мечты. Поднимитесь над самоограничениями и подавите шепот сомнений. Больше не надо отговаривать себя от действий, настал момент смело шагнуть к своей цели. Раскройте миру свои таланты, ведь они – ваше уникальное предложение. Оставьте тени и смело шагайте в лучах прожекторов своей судьбы. Откажитесь от отрицания своей гениальности как для себя, так и для тех, кто станет свидетелем вашего пути. Поднимитесь, провозгласите свое великолепие и примите силу внутри себя. Чудеса раскрываются, когда вы всей душой верите, что ваша жизнь – это гобелен чудес. Представьте себе, как чудеса проявляются, когда вы всей душой принимаете, что благословения сыплются каскадом, прорывы разворачиваются, а ваши мечты превращаются в реальность. Осознайте, что все проблемы уже решены на глубоком уровне. Воспользуйтесь этим, заявите об этом и станьте свидетелем поразительных преобразований, которые произойдут с вами. Позвольте миру неверно воспринимать вас, это не имеет значения. Освободитесь от бремени соответствовать чужим представлениям,
ведь многие из них едва ли понимают себя. Их суждения не имеют веса на вашем пути. Откажитесь от неустанного стремления угодить всем или получить их одобрение. Поверьте, что те, кто искренне воспринимает вашу подлинность, притягиваются к вашему великолепию. А в минуты трудностей помните вековую мудрость – это тоже пройдет. Повторяйте эту мантру, когда невзгоды стучатся в вашу дверь. Знайте, что ваши несовершенства и уязвимости служат цели, ведь это камни, по которым вы ступаете на путь самопознания и роста. Примите свои недостатки как сырье для превращения в самую замечательную версию себя. Продолжая двигаться вперед, помните, что ночная смена Творца не прекращается. Доверяйте Его безупречным срокам, укреплите веру в Его божественный план и оставайтесь открытыми для изобилия и метаморфоз, которые Он привносит в вашу жизнь. Это путь эволюции, веры и реализации своего предназначения. То, что вам меньше всего нравится в себе, часто используется Вселенной для того, чтобы соединить вас с вашим предназначением и теми людьми, которые вам нужны. Ваши неуверенности – это достоинства и сильные стороны в глазах Вселенной. Вселенная будет использовать ваши слабости, чтобы дать вам возможности и привить вам истинную силу и ценность. Они станут тем средством, которое приведет вас к успеху. 96% людей даже не подозревают о существовании такого метода привлечения денег. Существует мощная техника манифестации, которая изменяет ваши убеждения относительно реальности на самом глубоком уровне подсознания. Она буквально изменила мою жизнь. Попробуйте честно. Перейдите по ссылке в биографии, чтобы узнать, работает ли это и для вас. Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Господа. Вас ждет нечто великое. Вы легко могли пропустить это послание сегодня, но вы этого не сделали. Оно открывается вам потому, что вы готовы к тому, что будет дальше. В вашей жизни должно произойти нечто невероятное. Однако для того, чтобы все сложилось воедино, кое-что должно разрушиться. Не обманывайтесь тем, как все выглядит со стороны. Вселенная просто освобождает место для еще лучшего. За пределами нынешней борьбы вас ждет нечто великое. Сейчас не время сдаваться или опускать руки, а нужно взять себя в руки и попробовать еще раз. Совсем скоро ситуация изменится к лучшему. То, над чем вы работали, скоро развернется. Скоро произойдут важные открытия. Не останавливайтесь на достигнутом. Вы скоро подниметесь на новый уровень. Вы прошли через самые тяжелые испытания, вызовы, неудачи и провалы, с которыми только можно столкнуться, но не позволили этому определить или победить вас. Несмотря на все это, вы продолжали смело двигаться к своему миру, цели, благословениям и радости. Это послание призвано заверить вас в том, что очень скоро все изменится к лучшему. Вы подниметесь на новый уровень во всех сферах своей жизни. Ситуация, с которой вы сейчас столкнулись, дает вам возможность отступить назад и сделать рывок к тому, что будет дальше. Вы собираетесь сделать трамплин к своим благословениям.
Не беспокойтесь о завтрашнем дне, не перегружайте себя попытками заглянуть далеко вперед. Оставайтесь в настоящем моменте, вот где ваша сила, покой и наивысшая перспектива. Это не значит, что не следует мечтать или представлять себе лучшее будущее, однако это значит, что не следует слишком сильно беспокоиться о завтрашнем дне и думать о том, что может произойти. Этот страх часто является признаком того, что вы не центрированы. Переживания по этому поводу не помогут вам, а только собьют с курса. Приведите себя в соответствие со своим лучшим «Я» и позвольте Вселенной позаботиться обо всем остальном. Что произойдет дальше, зависит только от вас. Пришло время взять на себя полную ответственность за то, что будет происходить дальше в вашей жизни. Хотя в том, что с вами произошло, нет вашей вины, и вы определенно заслуживаете лучшего, чем то, что вам было дано. Но то, что является вашей ответственностью, и то, за что вы должны полностью отвечать, это то, что произойдет дальше и что вы собираетесь делать сейчас. Именно здесь вы возвращаете себе контроль над своей жизнью. Больше не нужно винить прошлое или других людей в том, что произойдет дальше. Возьмите на себя полную ответственность за свое собственное счастье, свой собственный мир, свое собственное исцеление и, в конечном счете, за свой собственный успех. Это послание найдет тех, кто в нем нуждается. Если это послание дошло до вас сегодня, значит, оно для вас. Прежде всего, жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Вы такая добрая, нежная и любящая душа. Не позволяйте жестоким поступкам других людей помешать вам увидеть, что в жизни есть нечто большее, чем то, что вы пережили в последнее время. Пожалуйста, оставайтесь здесь, чтобы увидеть это. И если в вашей жизни есть что-то, что причиняет вам боль и душевную боль в настоящее время, это призыв к тому, чтобы принять это сейчас. Измените то, что вы можете, и признайте и разрешите то, что вы не можете. Вы больше, чем ваши ошибки, больше, чем то, через что вы прошли, включая то, что с вами сделали. В будущем возьмите с собой эту аффирмацию: «Я больше, чем то, что было, больше, чем то, что есть, и достоин того, что будет». Будьте нежны с собой. Активируйте поток неограниченного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в себе, внеся одно маленькое изменение в свой утренний распорядок дня. Хотите ли вы этого? Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать секреты привлечения изобилия богатства. Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Бога. Вы должны прыгнуть. Вы все еще сдерживаетесь, когда должны сделать шаг вперед и подняться вверх. Вы не можете продолжать отступать от всех тех возможностей, которые предоставляет вам Вселенная. Вы должны подняться и сделать этот прыжок веры, именно тогда это будет иметь наибольшее значение. Все ваши усилия не имеют значения, пока вы не начнете действовать. Если вы все еще ждете, что страх исчезнет, прежде чем вы прыгнете, вы будете ждать вечно. Погрузитесь в новый опыт, несмотря на то, что страх говорит вам об этом. Это будет самое лучшее, что вы когда-либо делали. Нет никакой славы в том, чтобы делать себя маленьким и робким. Стройте себя.
Знайте, что вы обречены на величие. Верьте в свои способности. Будьте уязвимы. Покажите миру, кто вы есть на самом деле. Знайте свою ценность и значимость. Заботиться о себе. Любите себя в полной мере таким, какой вы есть, и там, где вы есть. Превратите свои мечты в цели и планы и действуйте смело и с энтузиазмом. Больше не нужно прятаться, сдерживать себя или откладывать дела на потом. Больше не нужно извиняться или пытаться всем угодить и произвести впечатление. Это ваша жизнь и ваше время, не тратьте его впустую. Дайте себе обещание, что больше не будете сознательно заставлять себя чувствовать себя маленьким, незначительным, никчемным или бессильным. Вы не являетесь ни одним из них, и ваше высшее «Я» знает это. Прощенный, эти определения на самом деле скрывают то, кем вы являетесь на самом деле. Вот почему так ужасно думать о себе подобным образом. Откажитесь от того, чтобы видеть себя через призму прошлого или глазами тех людей, которые причинили вам боль. Пока вы не поверите в то, что вы больше, вы будете продолжать верить в их представления о вас и продолжать относиться к себе так, как они относились к вам. Через что бы ни пришлось пройти, оставайтесь в любви, в истине, в вере. Не позволяйте ничему лишить вас жизни, потому что даже во тьме свет все равно найдет дорогу назад. Скажите «да», чтобы принять его. Пусть все идет спокойно. Чем больше вы пытаетесь удержать людей и ситуации из прошлого, тем больше вы ограничиваете свой рост и не позволяете новой энергии войти в вашу жизнь. У вас есть возможность восстановить связь, воссоздать и зарядить себя энергией, чтобы настроиться на настоящее, а не сходить с ума от прошлого. Сегодня наступает новый день, день, когда вы можете начать создавать радостную, полноценную жизнь. Сегодня день, когда вы начнете освобождаться от всех своих ограничений. Сегодня вы узнаете секреты жизни. Вы можете изменить свою жизнь к лучшему, и у вас уже есть для этого все необходимые инструменты. Эти инструменты – ваши мысли и ваши убеждения. Скажите «да», если вам это нужно. Это начало нового дня, вам дан этот день, чтобы использовать его по своему усмотрению. Вы можете потратить его впустую или использовать во благо. То, что вы делаете сегодня, важно, потому что вы обмениваете на это один день своей жизни. Когда наступит завтрашний день, этот день исчезнет навсегда. На его место придет то, что вы оставили, пусть это будет что-то хорошее. Позаботьтесь о себе. Скажите «да», если вы готовы. Поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Прокомментируйте «Иисус, Господь», чтобы поддержать наш канал. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и включите уведомления о звонках. Никогда не забывайте благодарить Бога за все благословения, которые Он нам дал, независимо от того, хорошие они или плохие, всегда есть причина, и она всегда к лучшему.